эпоху масштабных технологических процессов и социальных трансформаций, которые сегодня охватили почти все страны мира, особо актуальными стали проблемы, связанные с развитием и взаимодействием этносов, сохранением самобытности культур и языков народов. Именно на выявление и решение этих проблем были направлены все усилия этнологов и антропологов, которые собрались на свой очередной конгресс. Вы, наверное, слышали, что 4-й конгресс Ассоциации антропологов и этнологов проходил в сентябрьские дни 2001 года в Кабардино-Балкарии в городе Начики. В актовом зале Кабардино-Балкарского государственного университета, где состоялось открытие представительного форума ученых, встретились гости из десятков регионов России, а также Грузии, Азербайджана, Армении, Венгрии. Открыл 4-й конгресс этнографов и антропологов России председатель Организационного комитета конгресса Хаути Хазритович Сахроков. После представления президиума к участникам конгресса обратился председатель правительства Кабардино-Балкарии Хусейн Джабраилович Чеченов. Уважаемые участники конгресса, прежде всего позвольте выполнить поручение заместителя председателя Совета Федерации России, президента Кабардино-Балкарской республики Валерия Кокова. Участникам 4-го конгресса этнографов и антропологов России. Дорогие друзья, от имени правительства и парламента Кабардино-Балкарской республики сердечно приветствую вас, участников 4-го научного конгресса этнографов и антропологов России, желая плодотворной работы и приятного пребывания в нашем благодатном крае. Отрадно, что ваш высокий форум проходит на земле Кабардино-Балкарии, где в единой семье и в мире в согласии живут представители нескольких десятков народов, накоплен конструктивный опыт разрешения проблем в сфере межконфессиональных и межэтнических отношений, сохранения и развития национальных культур, их взаимодействия и взаимообогащения. Передав приветственное слово 4-му конгрессу президента Кабардино-Балкарии, в своем выступлении далее председатель правительства республики отметил: этнография и антропология играют важную интегрирующую роль для большого числа различных наук, относящихся к изучению человека и его деятельности. Великое их значение в изучении проблем межэтнических отношений, формировании гражданской и этнической идентичности и демократических институтов, выработке современной национальной политики и гармонизации межэтнических отношений. В современных условиях развитие в позитивном русле процессов в этих сферах во многом определяет целостность нашего государства, его достойное геополитическое положение в будущем. Для участия в конгрессе, который проходил при поддержке правительства Кабардино-Балкарии и под патронажем президента республики, приехали представители Государственной Думы России. Председатель комитета по делам национальности Светлана Смирнова огласила приветственное письмо председателя Государственной Думы Российской Федерации Геннадия Селезнева. Уважаемые участники Конгресса, приветствую организаторов и участников 4-го Конгресса этнологов и антропологов в столице Кабардино-Балкарской республики. Уверен, что этот Конгресс станет заметным явлением в научной, культурной и этнополитической жизни народов России. Время и движение истории оказывают значительное влияние на судьбы народов мира, на развитие и трансформацию их национальных культур. Сегодня, пожалуй, ни одно этническое явление не может быть осмысленно без учета фактора времени. Поэтому основной задачей людей, занимающихся этнографией, была и остается изучение этнических явлений, отражающих изменения в сознании народов, в их отношении к миру, друг к другу. Именно этой задачей и был призван служить 4-й конгресс этнографов и антропологов России. Об этом и говорили в своих выступлениях известные ученые, директор Института этнографии и антропологии при Российской академии наук Валерий Тишков, заведующий отделом Кавказа при этом же институте Сергей Арутюнов, президент Ассоциации этнографов и антропологов России Хасан Думанов. Символично, что мы сегодня собрались в этом зале 6 сентября этого года президент Российской Федерации здесь, с этой трибуны,
объявил свое отношение к федерализму, признав, что федерализм – это союз национальностей и конфессий. А мой доклад называется «Конституционные законодательные методы урегулирования социальных конфликтов». Одновременность развертывания процессов социальной трансформации и государственно-политического обновления России предопределила жесткую взаимосвязь многообразных общественных конфликтов с проблемами утверждения конституционно-законодательных основ политической культуры и политической практики. Сентябрь месяц был для республики щедр на события. Это и празднование 80-летия Кабардино-Балкарии, это и приезд президента России в республику. Продолжением этого ряда событий стал и 4-й конгресс этнографов и антропологов России. И, конечно же, гостей Кабардино-Балкария встретила достойно. Для ученых была составлена хорошая программа отдыха. Первый день для них состоялся большой концерт мастеров искусств Кабардино-Балкарии. В этот же день они посетили Национальный музей республики. Почему именно Кабардино-Балкария выбрана местом для проведения 4-го конгресса этнографов и антропологов? Почему именно избран Нальчик? Потому что наиболее сильная школа научная этнографов, антропологов, историков здесь работает, уже многие годы существует. И президентом ассоциации мы избрали профессора Думанова. И плюс мы считаем, что сам город, республика, да и, в общем, в какой-то мере ситуация для нас, Нальчик, это в какой-то мере как бы такой центр своеобразный, научно-культурный Северного Кавказа, потому что нам хотелось именно в республике провести, а не в области или в крае. Какие вопросы сегодня больше всего волнуют антропологов и этнографов? Что собрало ведущих ученых России в Нальчике? Круг проблем, которым занимается этнограф, особенно современный этнограф, он огромен. Начиная от традиционных тем, это все начиная от фольклора, мифологии, изучения древней этнической истории, происхождения народов, и кончая очень современными вещами, очень актуальными вещами. Это состояние межнациональных отношений, это перспектива развития малых и больших культур, это проблема межэтнической напряженности, конфликтов, это проблема насилия, ксенофобии и различных, так сказать, экстремистских форм проявления культурных или религиозных различий. Поэтому я бы вам не назвал какую-то одну тему. Хотя одну тему мы избрали есть такая одна сквозная одну тема. тему мы избрали как сквозную, как некий такой рефрен. Это время, вернее так, этнография времени и время в этнографии. Такие конгрессы – это форум, который собирает нас вместе. Это прежде всего возможность утолить нашу жажду общения, насытить наш информационный голод. Но сегодня, помимо актуальности работы в отношении снятия межэтнических конфликтов, поиска путей межэтнического согласия, еще после этих страшных, потрясших весь мир террористических актов в США, встает вопрос не о диалоге цивилизаций. О диалоге цивилизаций можно было говорить вчера. Сегодня встает вопрос о единстве цивилизованного мира в противостоянии агрессивному варварству.
Представители Абхазии сегодня с чем приехали на этот конгресс? Какие проблемы, какие вопросы больше всего для них являются актуальными? Я в данном случае, как участник этого конгресса, увидел многих своих друзей по профессии, по этнографии, с кем встречался раньше. У меня вообще докторская будет называться «Культура питания абхазо-базино-адыгских народов», а в скобках историко-этнографические и экологические аспекты. И вот я маленький такой вот, знаете, раздел взяла оттуда: хлеб и хлебопечение у абхазов, у абазин и у адыгских народов к изучению этнокультурных контактов. Самая мирная тема. Самая мирная. Почему она мирная? Во-первых, за столом, там, где хлеб, там, где вино, там все мирные, даже войны, все свои дела решают за мирным столом. Дай Бог, чтобы вот на этой земле, да и вообще и на Кавказе, и на всем мире, чтобы был бы мир, чтобы люди всегда встречались бы за круглым столом, и чтобы занимались добрыми делами, чтобы богоугодное дело делали, чтобы народы жили и развивались. Надо рожать детей, воспитывать, учить. Специалистов в области науки о народах волновали, конечно, самые различные вопросы. Это традиционные культуры и ценности народов мира, этнопсихология времени, этнос и раса, этнология и образование, политическая антропология и многое другое. Но, пожалуй, самые эмоциональные выступления наблюдались за двумя круглыми столами, которые проводились в Институте гуманитарных исследований. За первым столом обсуждались права и свободы национальности, а за вторым столом встретились ученые, которых волновала политическая ситуация в Чечне в данный период. Прежде всего, нам нужно разграничить понятия: индивидуальный, групповой, государственный терроризм и конфликт как социальное явление. При таком подходе мы должны понять, что это за конфликт, какова его структура, кто является участниками этого конфликта, какие идеи, представления у этих участников. Круглый стол, где говорили о способах формирования гражданского общества в постконфликтной Чечне, вели Валерий Тишков и Муса Юсупов. Кандидат социологических наук Муса Юсупов вел с 90-х годов социологические исследования среди населения Чечни, пытаясь выяснить его отношение к происходящим в республике событиям. Сохранил ли чеченский народ, если это рассматривать на личностном уровне, стремление к свободе? На что сегодня ориентируется народ Чечни? И как перейти от конфликта к установлению мирной и стабильной жизни в республике? Именно об этом говорили за круглым столом. На рубеже 90-х годов где-то 28-33% это колебания. Жители республики желали иметь суверенитет, можно сказать, независимость. Где-то около 20% были радикально настроены. В 92-93 году желающие иметь форму государственности независимой или же конфедерации свыше 50%. А как же сейчас обстоит картина? Сейчас идет война. Первая, вторая. На социальном уровне, на уровне массового общественного мнения, естественно, вышла на передний план проблема не суверенитета, а совершенно иная. Проблема безопасности. Ну и дальше выживание и другие проблемы. Наряду с другими, которые на первом месте, как я вот сейчас обнаружил, стоит честь, нравственная культура и где-то 3-4 место свободолюбие, свобода. То есть на каком-то этапе витке жизни все равно вот эта проблема самовыражения, самоопределения, самостоятельности, она опять выйдет. Поэтому в данном случае лучше всего и вернее всего постараться разрешить этот конфликт. Судя по тому, что вы сказали, чеченцы не могут самоорганизоваться в республику. Вот по вашему мнению, какая форма должна быть характерна или более подходящая для чеченцев? Такие заявления делаются некоторыми политиками. А ваше мнение какое? Мое мнение, что способен этот народ самоорганизоваться. Не нужно ему мешать. Какое место
занимает в конфликте тейповые вот эти вот интересы. Что касается тейповых интересов, давайте сейчас также взглянем на прошлое. Каким образом пришел к власти Дудаев, Масхадов, Басаев, как оказался в эпицентре событий. Благодаря тому, что он был в кругу какого-то тейпа, на пересечении межтейповых интересов или иных интересов, все эти фигуры оказались на гребне общественно-политической жизни благодаря тому, что они включены на территориальные общественные объединения. На круглом столе у вас обсуждался один вопрос. Вопрос перехода от конфликта к стабильности в Грозном, в Чечне. Вот к чему пришли ученые в своих прениях, в своих обсуждениях? Во-первых, конечно, мы присутствуем на форуме интеллигенции, ученых, людей умных, образованных. Я как и полагал, поэтому здесь возобладал здравомыслие. Как сказал далее в своем комментарии к круглому столу один из его участников Дик Альтимиров, ученых более всего волновала ставшая на современном этапе самой острой для чеченского народа проблема – это восстановление мирной жизни в Чечне. Для разрешения затянувшегося конфликта между федеральным центром и республикой созрела необходимость разработки юридических механизмов их решения. Участники 4-го конгресса этнографов и антропологов России были едины в том, что каждый народ имеет право на достойную жизнь. И важнейшая задача государства состоит в том, чтобы не допустить возможности создания приоритетов одним народом в ущерб интересам других. На работе Конгресса заметно отразилась, пожалуй, чрезмерная политизация этнических проблем, хотя понятно, что это обусловлено реалиями самой жизни. Но стоит отметить, что при этом классическая этнография и антропология себе не изменили. Круг вопросов, интересующих ученых из разных регионов России, был огромен. Это проблемы сохранения традиционных культур и ценностей народов, вопросы народной медицины, особенности психологии восприятия времени народами, проблемы диаспор, брак и семья у народов мира и многое другое. Суть нашего, так сказать, изучения сводится к тому, что то богатство великолепной традиционной культуры народов нашей страны всей, к сожалению, иногда оказывается несколько забытым. И вот сейчас ученые работают над тем, чтобы возродить великолепные промыслы народные, которые присущи, в общем, и традиционно существовали у всех народов Кавказа в том числе. Сегодня было удивительно интересное сообщение о войлочном производстве в Дагестане, о возрождении этих традиций. Очень интересный был доклад о оружии. Вот сейчас мы слышали вашего коллеги, да, из Кабардино-Балкарии. Потом ученая из Казани делала доклад о взаимовлиянии культур русского народа и народов Поволжья, татар, удмуртов, башкир. Я принимал участие в работе 9-й секции. Были представители с докладами из Махачкалы, Татарстана, Башкирстана. Доклады были очень интересные. Речь шла о традиционной культуре. Я докладывал о результатах десятилетнего педагогического эксперимента, в результате которого удалось решить две важные психолого-педагогические проблемы. Это первое, дети, которые занимаются плетением чесмы, развивают пальцы, и в период обучения письму преодолевают все трудности без осложнений. И вторая проблема, если дети занимаются в течение 4 лет плетениями,
то они очень легко преодолевают следующую проблему переходного периода обучения в 5 классе. Нашу жизнь интересной делает бесконечное разнообразие. Разнообразие, которое существует в природе, в человеческом мире. Взять хотя бы большое количество народов, их языков, форм их существования и проявления. Это касается, пожалуй, и сферы человеческих чувств. Люди с Кавказа одновременно и сдержаны и эмоциональны в своих чувствах. А вот в песне, особенно в танце, горцы открывают свои души и дают волю радости. Это не могли не почувствовать и гости Нальчика, участники Конгресса, перед которыми выступили ведущие артисты музыкального театра, ансамбли «Кабардинка», «Балкария», а также молодые эстрадные исполнители. У меня была секция этнодемографические процессы в многонациональном регионе. Интересных докладов было много. Какие впечатления ваши от пребывания в Нальчике? С кем пообщались? Интересных встреч, интересных знакомств было очень много. И были очень интересные знакомства и в Институте гуманитарных исследований, в Нальчикском институте. Вот, на меня оставило очень хорошее впечатление моего знакомства с известным кабардинским этнографом господином Багажноковым, которого я узнал уже. Лично узнали, да, познакомились? лично узнали его, мы знали его работу, мы читали, он в Армении известен, но личное знакомство оставило на меня очень хорошее впечатление. Если говорить в разрезе вопроса этнос и время, то какие проблемы сегодня в Калмыкии считаются самыми актуальными? Самыми актуальными, конечно, остаются межнациональные отношения. Хотя Калмыкия у нас на
в Поволжье, на Северном Кавказе, в этом южно-российском регионе остается островком спокойствия. Но, конечно же, нас волнует именно проблема межнациональных отношений. Дело в том, что в этом году было некоторое обострение, было несколько очень маленьких конфликтов. Эти конфликты, к счастью, мирно разрешились, но нас всегда волнуют проблемы взаимоотношений между русскими и калмыками, между калмыками и представителями народов с Кавказа, которые сейчас все больше и больше прибывают, поток мигрантов увеличивается. И вопрос о том, как мирно уживаться, как все народы должны уживаться и учитывать этнические традиции, как этносы должны соприкасаться друг с другом, всегда волнует этнографов. Дело в том, что калмыки пришлый народ на этой территории. В 17 веке айраты переселились на территории Поволжья, и только тогда они стали называться калмыками. И с этого времени калмыки постоянно находились в контактах с другими кавказскими народами. Очень тесные контакты нас связывали с адыгскими народами, и особенно с кабардинцами и черкесами. Наверное, немногие знают в Кабарде, что одна из наших больших ханш, супруга нашего хана Дандукамбо, была кабардинка Джан. И у нас очень любят эту историю вспоминать, это такой пример контактов этих двух народов. Вы сейчас обсуждали тему антропологии насилия. Немножечко расскажите, о чем шел разговор. Ну, разговор шел о природе насилия, как в традиционных обществах, так и в современном обществе. И в частности пытались выяснить, почему такой всплеск насилия вот на постсоветском пространстве в 90-е годы. И, в общем-то, вот выступающие рассматривали эту проблему через разные ситуации, конкретные ситуации, скажем, вот там в Дагестане, вот коллега стоит рядом, рассматривал эту ситуацию в Дагестане. Отношение к насилию негативное. Конечно, существует государственное насилие, существует правопорядок, существуют меры силового насилия, там, правового и прочее, но насилие, оно стало вот таким вот негативным стереотипом. Я бы хотел, чтобы этнография была бы гуманной, гуманитарной, гуманистической, прекрасной, красивой наукой, чтобы нам приходилось обсуждать не такие проблемы, как кто, кого, зачем, за что и как, и, чтобы, и не насилие обсуждать, чтобы следующая секция, вот эта секция, называлась бы «Антропология удовольствия» или «Антропология радости». Чем привлек вас Конгресс? Какое значение имеет проведение этого Конгресса в Кабардино-Балкарии? Вы понимаете, проведение Конгресса такого огромного, глобального форума в нашей республике, это невозможно его переоценить. Во-первых, это свидетельство политической стабильности в нашей республике. Уже этнология — это нация, это триумф национальной политики, с одной стороны, а с другой стороны свидетельство мудрости народов Кабардино-Балкарии, которые нашли в себе мужество сохранить эту политическую стабильность. С другой стороны, это как бы реклама нашей республики в общероссийском, даже в международном масштабах. Круглый стол по правам и свободам национальности вел заместитель директора Института этнографии и антропологии Губогла Михаил Николаевич, ученый, который занимается межэтническими проблемами давно. На нем присутствовали представители Башкирии, Абхазии, Калмыкии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Осетии, Венгрии. Постановлений и других документов по защите прав меньшинств на самом-то деле преследует совершенно иную цель – защиту прав большинства. Те документы, которые принимаются по положению турок в Германии, в Голландии, в других странах, практически придание, защита прав меньшинств предпринимается для того, чтобы как бы от гастарбайтерской массы защитить основное население данной страны. Вот, если я вас правильно понял, возможно ли ставить знак равенства между законами по защите прав национальностей, которые с середины 90-х годов имеют место в России, в какой-то степени в Венгрии, с тем, что делается в европейских странах? Михаил Николаевич, вы прекрасно, что в европейских странах
странах делается многое и очень разное. И есть и определенные тенденции шовинизма, и пренебрежение к так называемым азильянтам, появившимся в Европе, и бесчувствие, и равнодушие. Но есть и другая деятельность, я именно с ней знакома. И та законотворческая деятельность, которую ведет Федеральный союз народов Европы, это деятельность по защите настоящих национальных меньшинств, находящихся под угрозой. За круглым столом говорили об обострившихся проблемах национальных меньшинств, о деятельности Федерального союза народов Европы и его роли в деле защиты свобод народов. Ученые спорили о противоречии между парадным напускным благополучием жизни этнических меньшинств и истинным положением дел. Были противники и сторонники принципа международного права народов. Какая самая острая проблема все-таки была выявлена за этим круглым столом? Самая большая проблема – это проблема сохранения, защиты и поддержки прав наций и народов и национальных групп. Не только в Российской Федерации, но эта проблема остро стоит во всем мире. Одни народы... Законы Федерации, насколько они защищают эти права? Можно одним предложением? Ну, сама уже федерация, самофедеративное построение уже является в какой-то степени гарантией того, что народы могут развиваться, защищать свои права, сохранять свою культуру, свои языки. После напряженных заседаний по секциям, симпозиумам и круглым столам гостей пригласили в горы, чтобы там продолжить общение, полюбоваться красотой нашей природы и дать, конечно, возможность ученым-этнографам увидеть гору счастья. И, как сказал один из отдыхающих, горы помогают увидеть человеческие проблемы совсем по-другому. И, может быть, на этот раз они помогут поверить в то, что проблемы человека, народа разрешимы, лишь бы человек искал путь их разрешения. Поделитесь впечатлениями о пребывании в республике. Нам очень понравилось. Такая богатая земля. Больше всего горы. Ну, содержание Конгресса, как бы тут у каждого секции свои удачи и неудачи. У нас вот в секции визуальной антропологии, я считаю, что был большой успех. Я этнолог, который работал здесь, в Балкарии. Я очень счастлив, что снова приехал в родные места, нахожусь. Я очень долго, дней 10, жил в Тегинекли, у Сатаевых, изучал обычаи, обряды балкарские. Я участвовал даже в укладке стенок, которые привозили с гор на таких вот волокушах из березы сделаны, укладывали. И вот я сейчас переживаю, что было сделан большой во дворе сток сена, и мои хозяева накрыли его пленкой полиэтиленовой, чтобы он не портилась сено. Но чтобы не испортилась пленка, они накрыли его балкарским войлочным ковром. И я постеснялся сказать, что зачем будет пропадать такой прекрасный ковер. Здесь было около 10 лет 8 назад. Вот. И судьба этого ковра меня сейчас волнует. Там были прекрасные орнаменты сделанные. Сейчас мы на автобусе проехали мимо Тегинекли. Я мысленно поблагодарил и пожелал удачи и счастья жителям этого села. Ну, всей Балкарии и Кабардино-Балкарии, конечно, в целом. После 3 дней напряженной работы состоялось закрытие 4-го конгресса этнографов и антропологов России. Как сказал в своем заключительном выступлении директор Института этнографии и антропологии Валерий Тишков, примечательным событием на форуме стало выступление президента Кабардино-Балкарии Валерия Мухамедовича Кукова. Проведение на нашей земле столь представительного форума высоких профессионалов такой важной научной сфере, каковой несомненно является изучение человека и его деятельности, весьма значимо для нас. Надеюсь, удалось создать необходимые условия для нормальной работы Конгресса, да и для приятного пребывания вашего на земле Кабардино-Балкарии, где, по выражению президента Российской Федерации Путина, в единой семье, в мире и согласии живут представители нескольких десятков народов. Выстраивая свою политику в этой сфере, мы опираемся на историческую этнокультурную близость наших народов,
на понятие их общей исторической судьбы и места проживания, на традиционную приверженность наших народов идеи мира и согласия. Изучение этнических интересов народов Кабардино-Балкарии и поиск путей по их разрешению является главным в работе законодательных и исполнительных органов власти республики. Это позволяет согласовывать национальные интересы народов республики, находить оптимальные варианты их сочетания и предупреждать возникновение конфликтов. Во время недавнего пребывания в Кабардино-Балкарии президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что Россия – это исторический союз народов, что Российская Федерация – это уникальное место на Земле. Здесь, как ни в каком месте планеты, столетиями люди разных культур, разных религий не только уживались вместе, жили в мире и добрососедстве, но и помогали друг другу, ощущали себя близкими по родству, строили общий дом, единое отечество. Здесь уникальное место на планете, где христианство и ислам веками соседствуют друг с другом в мире и согласии, оказывая благоприятное воздействие на будущее поколение. Я, например, 100% разделяю эту оценку президента Российской Федерации. Насколько сегодня в современном мире, если в общем взять, взаимодействуют ученые и политики? Проводится этот конгресс под эгидой президента, правительства. И в организацию этого конгресса вовлечены практически все представители власти, имеющие маломальское отношение не только к руководству, но и к межнациональным проблемам. Это и нашего парламента, это и министры, имеющие отношение к межнациональным проблемам. Но самым большим подтверждением является то, что при открытии, кстати, ваш покорный слуга, председатель этого оргкомитета, это тоже свой признак, что по поручению президента мы организовали при правительстве оргкомитет, который занимался вместе с учеными организацией этого конгресса. И подтверждение, что открытие, которое состоялось 3 дня назад, вы помните, в нем участвовал наш председатель правительства Хусейн Джибрилович Чеченов. А на закрытии, я надеюсь, что вы слушали внимательно великолепное выступление нашего президента Валерия Мухаммедовича Гокова, который продемонстрировал глубочайшее понимание научных проблем, а самое главное, преломление их в практическую жизнь. Вы знаете, что Хасан Мухтарич Думанов, который является сегодня директором института и президентом, кстати, Ассоциации этнографов и антропологов России, он директор нашего института, он советник президента по межнациональным проблемам, уже ряд лет, вы знаете. Вот вам и взаимодействие ученых и политиков. Мы можем с уверенностью сказать, что мы справились с задачей, которая стояла перед Конгрессом. Представьте себе, Конгресс объединяет всю гуманитарную силу, науку Российской Федерации, и вся вот эта государственная научная сила признала, что правильно выбрал Нальчик местом проведения Конгресса. 4-й конгресс этнографов и антропологов России стал значительным событием в культурной и научной жизни Кабардино-Балкарии. Ученые, работающие над проблемами развития этносов, прощались в надежде, что их наблюдения, выводы и рекомендации окажут воздействие на теорию и практику современного управления, а через них на современные этнические процессы и на развитие всей гуманитарной науки.